700 грамм. С таким крошечным весом Хава Цычоева появилась на свет. В то, что девочке удастся выжить, кажется, сначала никто и не верил. Но все же чудо произошло. Благодаря специальному уходу малышка за пару месяцев набрала массу тела. И теперь в свои полгода весит больше килограмма. А вот этим младенцам нет еще и месяца. Медики активно борются за их жизнь. Мадина Исмурзиева родилась на 3 месяца раньше запланированного срока. И сейчас весит всего 900 грамм. Выхаживают девочку, как и всех недоношенных детей, в специальном инкубаторе, условия в котором, благодаря подобранной температуре и влажности воздуха, точь-в-точь, как в утробе матери. Этот аппарат также позволяет малышке дышать. С массой тела, как у Мадины, шансы на выживание практически равны нулю, говорят врачи. Однако в условиях перинатального центра девочка не только выжила, но даже набирает вес. Сейчас мы стараемся, чтобы ребенок как можно раньше попал в окружение тепла и любви своей матери, несмотря на то, что он еще тяжелый, маловесный. Но если сегодня угрозы жизни ребеночку маленькому нет, то мы стараемся, чтобы мама принимала как можно большее участие в выхаживании своего ребенка. Мадина не единственный ребенок в перинатальном центре с экстремально низким весом. 33 новорожденных повторили судьбу девочки. Хайруллах Атигов родился с врожденным пороком передней брюшной стенки. 3-месячный мальчик уже пережил сложнейшую операцию. Дело в том, что кишечник у него располагается в брюшной полости снаружи, а не внутри, как у здоровых людей. Тут задача была какая? Не свести кишечник, где он должен быть, то есть в брюшной полости. Но иногда при погружении у нас бывает проблема именно то, что сдавливается диафрагма, то есть это часть пленки такая, которая разграничивает брюшную полость от плевральной полости. Если производится низведение и давит на эту диафрагму, тем самым прижимая легкие, тут нарушается газообмен и тем самым дыхательная недостаточность у нас развивается. Тут этого не было, получилось одноэтапно. То есть сейчас пока таких явных проблем у него по хирургии нет. За маленькими пациентами присматривает целый штат квалифицированных специалистов. Сейчас в кабинете офтальмолога на приеме очередная малышка, чей вес чуть больше килограмма. Без лишней скромности можно сказать, что в перинатальном центре одно из лучших оборудований на территории всего СКФО. Ретинальную камеру уж точно не встретишь в соседних республиках. Аппарат позволяет на ранней стадии выявить ретинопатию недоношенных детей. Вот это у нас глазное дно ребеночка, уже с развитой ретинопатией. Она пока у нас 1-я степень, мы ее наблюдаем. Есть несколько степеней. Это ретинопатия, если будет уже 3-я степень, а это у нас 1-я, то после 3-й степени уже решается вопрос об оперативном лечении. До тех пор, пока ребенок не наберет вес, он находится в отделении патологии новорожденных. Однако большинство патологий у детей можно обнаружить еще задолго до их рождения. Специальное 3D-оборудование в центре позволяет выявить отклонения уже на 8-й неделе беременности. Ингушетия – один из лидеров по рождаемости в нашей стране. Только в прошлом году на свет появились более 7000 малышей, а в перинатальном центре с момента открытия родилось более 1000 детей, в том числе с экстремально низкой массой тела, которые благодаря стараниям врачей день за днем идут на поправку. Амина Бокова, Магомед Урусханов, Новости 24.